О самых заметных событиях среды 5 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Учитель – человек, от слова которого отчасти зависит будущее. Сегодня педагоги и общественность отмечают День учителя. Какой он современный педагог? Юнавия или отряд юных авиаторов. В Алдане появилось новое военно-патриотическое движение. Несмотря на трудности, они продолжают помогать людям в сложных жизненных ситуациях. День рождения отмечает уголовный розыск. «Газпром-нефть» наращивает поставки углеводородов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания ввела в эксплуатацию новую нефтегазовую инфраструктуру. Символичная находка к годовщине. Работники нацбиблиотеки обнаружили уникальный документ – телеграмму российского императора Николая II. Сегодня, в День учителя, глава Якутии А.С. Николаев впервые собрал родительский совет. В этот орган вошли представители образовательных и уполномоченных органов власти, а также различные общественные организации, такие как региональное отделение Всероссийского движения «Матери России», Лига отцов Якутии, муниципальные школьные родительские комитеты. Совет при главе Якутии был создан летом этого года и стал одним из первых в России. Его главная цель – в объединении родителей и школы для решения вопросов, связанных с ремонтом, со школьным питанием и проблемами обучения и воспитания детей и молодежи. Работа родительского совета должна быть живой и действенной, чтобы выстроить гармоничный диалог между школой и родителями в интересах детей, отметил глава Якутии. Необходимо развивать родительский контроль за работой образовательных учреждений. Этим летом родители, учащиеся, принимали активное участие в проверках хода капитального ремонта в школах. Это было очень правильно и очень эффективно. При этом, конечно же, родительский контроль не должен превратиться в некий диктат только в поиск недочетов. Важно, чтобы между школой и родителями был постоянный диалог, было постоянное взаимное доверие. Важно, чтобы у родителей была мотивация в реальной поддержке в решении всех насущных вопросов. Думаю, что в таком ключе мы с вами и будем работать. Также педагогам Якутии сегодня вручили государственные награды и премии. Всего 11 лучшим учителям присвоили звание «Заслуженный работник образования республики», вручили знак отличия «Гражданская доблесть» и «Отличник государственной гражданской службы». Также приказом Министерства просвещения Российской Федерации 10 учителей республики отметили премии за достижения в педагогической деятельности. Размер премии – 200 тысяч рублей. Награды вручили председатель правительства Андрей Тарасенко, министр образования и науки Ирина Любимова, а также зампредседателя Госсобрания Илтумен Виктор Губарев. Очень отрадно то, что мы вручили 10 человек, получили, конкурсантов было 55, но жюри, наверное, работало очень скрупулезно. Тем не менее, я еще хочу сказать, что учителей технологий из 10 человек нас 2. Это говорит о том, что предмет технологии все-таки имеет очень важное значение в жизни наших девочек, потому что мы их готовим к будущей жизни, к самостоятельности. Учитель – проводник во взрослую жизнь, человек, от слова которого отчасти зависит будущее. В настоящее время от преподавателей в школах требуют немало. Уметь не только донести теорию, но и подать ее в интересной форме на практике, грамотно работать с техникой, вести бумажные отчеты, ладить с учениками и их родителями. Какой же он, современный педагог, пыталась найти ответ Тамара Игнатьева. 5 октября во многих школах проходит День самоуправления, приуроченный ко Дню учителя. Это добрая традиция в честь праздника отдавать бразды правления в руки юных лидеров, которые, в свою очередь, смогут проявить свои лучшие качества. Попробовать себя в роли учителя захотелось и гимназистам Нерингри. По моему мнению, современный учитель должен быть очень ответственным, коммуникабельным и продвинутым в современных технологиях. У него должны быть очень стойкие нервы. Во-вторых, он должен быть очень детелюбив, для того, чтобы, опять же, ладить отношения с детьми, неважно какого возраста. Современный учитель должен быть общительным, дружелюбным, добрым,
чтобы ученики были с ней на одной волне. Почетный работник просвещения России, учитель высшей категории Нина Ивановна Чеснокова работает в гимназии 31 год, со дня ее основания. Выпустила более 10 начальных классов. Современный учитель прежде всего должен любить свое дело и любить детей. Педагог должен уметь быстро меняться, потому что мир наш не стоит на месте, он меняется очень быстро. И, конечно же, нужно уметь выстраивать отношения. Отношения с ребятами, они у нас разные сейчас. Иногда капризные, иногда непослушные. И, конечно же, выстраивать отношения с родителями. В гимназии номер 1 работает 60 учителей. Каждый год педколлектив пополняется молодыми специалистами. Так, в этом учебном году русский язык и литературу преподает выпускница гимназии Полина Кравцова. Я решила стать учителем, потому что это является нашим семейным делом. Я являюсь учителем в 3-м поколении. Моя мама учитель, которая работает как раз-таки в гимназии. Моя бабушка тоже учитель, но она сейчас на пенсии. И я решила пойти по стопам своих родственников. У каждого учителя, вне зависимости от его опыта, есть формула успеха, которая представляет собой сумму следующих составляющих: любовь к своему делу, вдохновение, компетентность и дальновидность. Но главное в их работе, по мнению самих учителей, это признание, когда педагог видит отражение того, что хотел получить в результате проведенной работы в глазах учеников, родителей, коллег, окружающих. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерінгрі. В День учителя в Национальной гимназии открыли скульптуру-барельеф выдающимся государственным и политическим деятелям Якутии. Платон Аюнский, Исидор Барахов, Максим Амосов, Степан Аржаков, Степан Васильев стояли у истоков основания якутской автономии. Все они отдали много сил и энергии развитию письменности и печати на родном языке, развитию образования, науки и культуры в Якутии. Мероприятие также приурочено к столетнему юбилею Якутской ССР. Этот барельеф был запланирован давно, в начале еще года Советом отцов нашей гимназии. И силами отцов были собраны средства. И с помощью нашего же тоже родителя Ильяна Павлова, в народе известен как Мендемен. Вот сегодня, ну как видим, да, сам проект получил свое как бы претворение в жизнь, да. Также сегодня отмечается День уголовного розыска. Несмотря на различные трудности, отдел продолжает помогать людям в сложных жизненных ситуациях. Подробнее о работе уголовного розыска расскажет наш корреспондент Галина Чекурова. 104 года назад коллегией Народного комиссариата страны было принято решение создания отдела уголовного розыска. История этого отдела в Якутии тесно связана с созданием якутской милиции, которая берет начало с 10 июля 1918 года. История уголовного розыска Якутии, его нельзя отрывать от истории создания МВД, системы МВД по Якутии в целом. Но их отличается это преданность к своему делу, любовь к своему делу, это высокий профессионализм. Нисколько не понижая достоинства своих других служб, они особо выделялись своим отношением к работе, преданностью к работе. Николай Зарубин начал свою карьеру в правоохранительных органах участковым, затем перешел в отдел уголовного розыска республики. Спустя 20 лет он вспоминает свое первое дело. Это была кража у бабушки гусей, как не смешно это звучит, на территории частного сектора в Сейсарах. Вот. К сожалению, на тот момент это преступление так и не раскрыл я. Там и следов не было таких вот очевидных. Там в кустах мы обнаружили перья. Конечно, были у нас разные предположения и догадки. И как бы сейчас смешно это ни звучало, именно с этого и началась моя карьера. Граждане, следящие за новостями, всегда могут быть в курсе тех или иных громких преступлений. А вот именно тех, кто ловит злоумышленников, практически всегда остаются неозвученными. Так, в 2019 году произошла дерзкая попытка ограбления банкомата в Институте мерзлотоведения в столице. Николай Зарубин стал одним из тех, кто раскрыл это дело в кратчайшие сроки. Мы его раскрыли в течение 2 суток. И в этот момент работа и городского отдела полиции, и управления уголовного розыска была настолько слаженной, что
знаете, как вот говорится, как по маслу. Вот как-то вот этот случай действительно он так из последних врезался в голову. За 20 лет служения правоохранительным органам Николай остался крайне скромным человеком. Он не считает свои награды, потому что для него самое главное – это забота о безопасности людей. Николай отмечает, что работа, само собой, нелегкая, но все же он ни разу не пожалел о своем выборе. Вы знаете, здесь все-таки свой шарм, своя романтика. Ну и, во-первых, значимость, то, что ты приходишь на помощь людям в очень трудную минуту. Она как-то греет душу. Ну и самое главное, не дает самому как-то душой почерстветь. Успех каждого дела в редких случаях зависит только от одного сотрудника лично. По большей части это командная работа, и поэтому не хотелось бы мне заслуги коллектива приписывать исключительно к себе. Благодаря таким сотрудникам, как Николай Зарубин, у жителей не только столицы, но и всей республики есть возможность жить, не беспокоясь о том, что их проблемы останутся незамеченными. Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Якутск. В Москве уже в 24-й раз стартовала выставка «Золотая осень». Это одно из самых крупных мероприятий агропромышленного комплекса России. На выставке проводят деловые встречи, семинары, презентации современной сельскохозяйственной техники и инновационных разработок. Одной из площадок выставки стало постпредство Якутии. Там проходит научно-практическая конференция, посвященная сохранению и развитию отечественных генофондных пород сельхозживотных. Подробнее с места событий расскажет Максим Кардозу. Он выходит с нами на прямую связь из Москвы. Максим, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Сергей. Действительно, впервые такое большое мероприятие федерального уровня, как агропромышленная выставка, выбрала площадку для своей научно-практической конференции «Постпредство Якутии». Это не может не радовать. И сегодня здесь собралось около 70 представителей лучших ученых, которые есть в нашей стране, также представители бизнеса и органов власти. Они обсуждали, как сохранить генофонд тех животных, которые живут в нашей стране. Это сельхозскот, то есть коровы, олени, лошади, овцы и так далее. И сегодня много раз прозвучала такая фраза, как продовольственная безопасность. Попробую объяснить очень просто на таком примере, как корова. Оказывается, с 90-х годов в нашей стране начала распространяться такая порода, как голштейнская. Она очень хорошая, но ее завезли из Америки и Канады. И вот сегодня эксперты говорят, что эту ситуацию надо брать на контроль и развивать, конечно же, наши отечественные, потому что голштейнская их вытесняет. То есть надо развивать наше, отечественное, улучшать эти породы. В том числе, конечно же, и наши якутские. Это якутская лошадь, якутская корова и олени. Давайте послушаем, что говорили по этому поводу и эксперты. Настало время совершенствовать породные продуктивные качества всех пород, которые разводятся в нашей стране, генетические ресурсы. Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства эту работу уже начал как раз-таки с Дальнего Востока, Сибири и непосредственно со скота якутского. Якутскую породу скота, значит, ставим во главу угла, чтобы его развивать. Раньше, при Советском Союзе у нас их оставалось менее 1000 вообще поголовья. Сегодня их более 2000, почти доходим где-то 2300 с чем-то, и мы должны достигнуть, значит, к 2024 году 1000 голов маточного поголовья якутского скота. Эта тема очень действительно важна, особенно в условиях санкций и сложной геополитической ситуации в нашей стране. И это такое вот импортозамещение в животноводстве. Я уже говорил, что на площадке постпредства собрались лучшие ученые, это генные инженеры. И я просто не мог не спросить про клонирование мамонтов. Это немножко, конечно, не по теме сегодняшней, но все равно давайте послушаем, что ответил мне эксперт. Те технологии, которые сегодня нам доступны, они не позволяют клонировать мамонтов. Однако не исключено, что в будущем станет возможно искусственный синтез геномов, целых геномов, станут доступны методы, которые позволят упаковывать эти геномы в хромосомы и так далее. То есть я не хочу сказать, что это невозможно в принципе, но это невозможно пока. В рамках выставки «Золотая осень» проводится и традиционная ярмарка на площадке ВДНХ. И там представлена продукция из всех регионов нашей страны, в том числе и из Якутии. Туда привезли рыбу, молочную продукцию, дикоросы. И вот мы там тоже побывали. И я вам хочу сказать, что у павильона нашей республики очень много людей. Сергей? Максим, спасибо. С нами на прямой связи был наш СОПКОР в Москве Максим Кардозу. Ну а мы идем далее.
«Газпромнефть» наращивает поставки углеводородов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания ввела в эксплуатацию новую нефтегазовую инфраструктуру на Чаендинском месторождении. Старт работе производственного комплекса дали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков. Подробности далее. Чаендинское месторождение крупнейшее в регионе. Это источник углеводородов для газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода «Восточная Сибирь» Тихий океан. Запуском новой нефтегазовой инфраструктуры поставки «Газпромнефти» с месторождения вырастут почти до 2 миллионов тонн нефти и более 2 миллиардов кубометров газа в год. Объекты нефтегазовой инфраструктуры на Чаендинском месторождении готовы к эксплуатации. Даю команду на запуск. Сегодняшнее событие – пуск новых инфраструктурных объектов на Чаендинском месторождении – это важный этап реализации нашей масштабной работы, которую мы с вами ведем в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. «Газпром» разрабатывает газовую часть Чаендинского месторождения. «Газпромнефть» – трудноизвлекаемые нефтяные запасы. Добычу осложняет геологическое строение. Чаендинская нефть залегает тонким слоем между газовой шапкой и водоносным горизонтом. Извлечь углеводороды, не задев соседние пласты, помогают многоствольные скважины конструкции «Рыбья кость». Бурение круглосуточно сопровождается с помощью цифровых технологий из Тюмени. Помогают инновации и в подготовке добытого сырья. В центре управления полностью в автоматическом режиме контролируем все этапы подготовки нефти и попутного нефтяного газа. Система контроля позволяет нам уменьшить участие человека, что очень важно в наших суровых климатических условиях Якутии. Обустроить промысел помог опыт «Газпромнефти» в Арктике. Там уже зарекомендовали себя российские блочно-модульные технологии. Отдельные части установок привозят на месторождение уже готовыми и соединяют между собой как конструктор. Производственный комплекс отвечает за подготовку нефти и газа. Сырье, которое поступает со скважин, на самом деле не является пока готовым продуктом. Задача установки и подготовки нефти разделить на 3 составляющие. Это газ попутно-нефтяной, отделить воду, ну и, соответственно, нефть. Созданная инфраструктура «Газпромнефти» станет базой для разработки других участков в регионе. Компания планирует расширять центр добычи в Якутии. Более 70 тысяч запросов на запись для участия в специальной военной операции зафиксировали на портале госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, сервис стал доступен в тестовом режиме. Через него уже записались 2000 добровольцев. Чернышенко напомнил, что на госуслугах также можно обжаловать решение о призыве в рамках частичной мобилизации. Заявление может подать как сам мобилизованный, так и его родственник. К заявлению нужно прикрепить фото или скан повестки, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки. Прием заявлений на предоставление мер поддержки семьям военнослужащих стартовал в Якутии. Дополнительные меры поддержки оказывают членам семей мобилизованных граждан, лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии и добровольцев специальной военной операции. Напомним, глава Якутии А.С. Николаев установил меры поддержки семей военнослужащих и мобилизованных в соответствии с указом Владимира Путина. Родственникам военнослужащих предоставляют единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей, бесплатное посещение детского сада и бесплатное питание для учащихся 5-11 классов на период военной службы. Также выделяют бесплатные путевки в лагеря для детей от 6 до 18 лет. Доступно и целевое бесплатное обучение в вузах и СУЗах, повышенные стипендии и санаторно-курортное лечение для родителей солдат. С сегодняшнего дня достаточно подать одно комплексное заявление в одно окно через МФЦ на территории своего города или района. С собой нужно иметь паспорт, документы, подтверждающие родство, например, свидетельство о браке и банковские реквизиты. Никаких дополнительных справок не требуется. Заявление также можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Е-Якутия. Обращаю ваше внимание, что единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей выплачивается супруге, если мобилизованный не женатый не имеет детей, то его родителям. В случае отсутствия жены, детей, материальную помощь могут получить братья и сестры.
По словам президента Федерации самбо Вячеслава Литавина, самая главная задача общества во время специальной военной операции заключается в защите своего рубежа, в особенности после проведенного референдума. Потому как люди, жившие на недавно присоединенных территориях, на протяжении 8 лет боролись за свою историю, за свой язык и за своих героев. Позиция, конечно, мы поддерживаем полностью решение главнокомандующего. Самое главное, что мы понимаем, что сегодня действительно весь Запад обострился на нас. И я думаю, что наша задача, как никогда, именно плечом к плечу встать на защиту своего Отечества. Я думаю, что наша позиция, она с нами правда. В Алдане появилось новое военно-патриотическое движение «Юнавия». Это одно из направлений юноармейских отрядов, увлеченных авиацией, космонавтикой и беспилотными аппаратами. На церемонии открытия работал Руслан Павлов. Алексей Заворотных – юноармеец со стажем, а за высокие достижения в теоретической и практической подготовке уже награжден юноармейской медалью имени Феликса Поморцева. Ну, данную я медаль получил во время пандемии. Тогда были много дистанционных мероприятий. Ну и задолго до этого я очень много ходил и посещал каждое занятие. Я участвовал буквально во всех мероприятиях, которые можно было себе представить. Все свободное время Алексей отдает своему увлечению, самолетам, ракетам и тому, что связано с данной отраслью. Леша уверенно идет к своей мечте стать инженером-космонавтом, поэтому сменил красную юноармейскую форму на синюю. Ну, кроме формы, у нас устав общий, юноармейский, да, поэтому юноармейцы, они соблюдают устав общий, а Юнавия, чем занимается Юнавия? Это такое отделение, которое будет более изучать гражданскую авиацию, военную авиацию, историю аэропорта, аэрофлота, воздушного пространства и прочее, история наших вот ветеранов как раз авиации. В алданском отряде юных авиаторов 24 человека, 6 из которых опытные юноармейцы. По случаю официального открытия новобранцы получили погоны и удостоверение членов Юнавия. Поздравить молодежь пришли ветераны авиации, которым здесь всегда рады. Вот я сегодня, допустим, расскажу про историю авиации Алдан, зарождение авиации, так ее становление и до конца этих дней, да. Стоит отметить, что появлению подразделения Юнавия способствовали сами юноармейцы. Выбор направления окончательно утвердился после посещения ребятами в июне этого года космодрома «Восточный». Наши девчонки после поездки на космодром, именно они предложили выбрать это направление Юнавия. Ну, не знаю, как перспективное, наверное, или просто у нас девчонки любят летать. Да, я им, правда, не обещал, что мы полетим, но мы рассматриваем это в процессе. А так, в принципе, да, действительно, им принадлежит идея. Мы решили поддержать. Вот съездили на космодром. Дальше в перспективе мы хотим попасть все-таки в высшее учебное заведение, именно с летной направленностью. Ну и у нас уже есть ребята, которые поступили в этом году именно в летное училище. В Якутии уже зарегистрированы и действуют 4 отряда Юнавия. Теперь он есть и в Алдане. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан. Историческое здание Национальной библиотеки – это уникальный центр коллаборации науки и искусства. Там традиционно проходят презентации книг, музыкальные вечера и многое другое. А не так давно сотрудники Якутской национальной библиотеки обнаружили телеграмму императора Николая II с благодарностью Ивану Крафту. Документ был отправлен из Крымской Ливадии 7 октября 1911 года в честь открытия здания Якутской городской публичной библиотеки и областного музея. Рассказывает Надежда Саханская. Город Якутск, основанный в 1632 году, является одним из старейших городов на территории Российской Сибири. Однако, несмотря на почти 400-летнюю историю, здесь осталось не так много архитектурных и исторических памятников. Исторический зал Национальной библиотеки Республики может познакомить жителей и гостей Якутии с богатой историей региона. Выставка, посвященная уникальному сооружению, постоянно обновляется. Накануне 111-летия со дня открытия здания сотрудники Национальной библиотеки Республики нашли уникальный документ – телеграмму российского императора Николая II в честь открытия здания Якутской городской публичной библиотеки и Якутского областного музея.
Мы всегда знали, что в источниках пишут, что именно 5 октября телеграмма от Николая II поступила в Якутск и была озвучена тем, кто присутствовал на торжественном открытии. Ну, а как оказалось, телеграмма поступила 7 октября, то есть через 2 дня, и в качестве ответа той телеграммы, которую отправили участники торжественного открытия. В документе российский император Николай II пишет якутскому губернатору, давайте же ознакомимся с текстом: «Поручаю вам передать Преосвященному Милетию и всем бывшим на освящении здания областного музея и городской библиотеки мою благодарность за выраженные мои верноподданнические чувства». Следует отметить, что копию документа предоставил Национальный архив Республики Саха-Якутия, и именно с этой копией можно ознакомиться здесь, в историческом здании Национальной библиотеки. И, разумеется, телеграмма императора Николая II станет частью экспозиции библиотеки Якутии. Но это, конечно, не единственное, чем может удивить культурное учреждение. Мы уже работаем над тем, что исследуем картины, которые были расписаны на стенах основного здания в 70-х годах. Уже какие-то промежуточные итоги есть, и мы ими делимся с нашими читателями. На сегодняшний день в контенте библиотеки более 40 тысяч различных документов оцифрованного фонда, а также удаленные подписные базы данных, что тоже представляет собой особую ценность и актуальность. Надежда Саханская, Виктор Дьячковский, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.